Всем большой привет, дорогие друзья! В эфире Фан-зон. Я Мирза Анисьяклов, и сегодня у нас немного необычный формат. Это ввиду и техники, и наших возможностей. Мы сегодня впервые решили записать онлайн-интервью, то есть как в лучшие такие ковидные времена. И сегодня у нас на связи Рустам Назреевич Хаджаев, главный тренер Худжанда. Рустам Назреевич, здравствуйте. Здравствуйте, Мирза Анис. Ну что ж, давайте обсудим, как вообще дела наши вообще в Худжанте, как обстоят, ваши тренерские взгляды, может быть, на то, что сейчас в мировом футболе творится. Вот. Проще говоря, приоткроем завесу на футбольный клуб Худжант. Все-таки для меня это лучший клуб Таджикистана 2021 года. Для меня Истеклов все-таки выступает в своей лиге, а вам удалось добиться некоторых невероятных даже высот, о которых сейчас и поговорим. Ну, для начала, Рустам Назариевич, как сейчас вообще обстановка в Худжанте, как ваше настроение, как вообще обстановка в команде? Настроение рабочее, обстановка тоже рабочая, нормальная. Работаем, идем, движемся от матча к матчу. Если начало сезона начали неважно, то потом после матча группового этапа Кубка АФК вышли из группы и в чемпионате чуть-чуть наладили свое положение, но неудачно сыграли матчи плей-офф АФК и в Кубке Таджикистана. Но остается задача, остаются планы в чемпионате и по дальнейшим нашим играм. با روسیه سفر دارید. در بازی ما بمانید از هر جای روسیه. بونوس ها، آزمون ها، اقدام ها. برنامه مبیلی فرم و 55 رو ثبت بکنید و بازی رو دوام دهید. А скажите, пожалуйста, вот начало сезона, оно, ну, очевидно, немножечко не удалось, поэтому Худжан сейчас находится немножечко ниже по таблице, чем ожидается. А в чем заключались сложности? То есть это адаптация новых легионеров или множество было выбывших из-за травм? Ну, знаете, это сейчас об этом, если говорить, придется очень долго говорить, просто это беда таджикского футбола, что мы всегда подписываем контракты на 1 год, потому что мы не знаем свои финансовые возможности, стабильности определенной какой-то нету. Поэтому каждый Новый год мы начинаем практически новым составом. После прошлого сезона несколько игроков покинули команду, ну, нашли свои варианты за пределами республики, кто-то здесь, в пределах республики. Но нужно было строить опять заново команду. Ну, чуть-чуть получилось скомканно зимний этап подготовки. На это были свои причины, я думаю, сейчас не время к этому. Ну, были определенные причины, вот зимний период, и поэтому немножко начало получилось не таким, как мы хотели. А вот легионеров, то есть, получается, подписывают на год, и главная беда заключается в том, что так как они не знают, где они продолжат, допустим, свою футбольную карьеру, у них вот нет желания адаптироваться, у них нет желания выкладываться, нет желания, допустим, учить наш местный язык. Вот каковы эти главные проблемы? Ну, то, что вы сказали, наверное, есть такая беда, тоже есть, но это, еще раз говорю, не самое важное. Если хороший легионер и сделать для него нормальные условия, конечно, будет адаптироваться, но есть большие проблемы. Сейчас пошла такая тенденция, что легионеры приезжают сразу на контракт. Ну, это европейская тенденция. У нас в Азии это очень сложно, поэтому на те деньги, которые мы платим, топ-легионеры к нам не приезжают, я не имею в виду там топ-легионеры Европы, а вот именно нашего уровня, там, это нам приезжают те футболисты, которые не находят у себя там варианта, и потом приезжает там, ну, еще и заинтересовывает, наверное, их вот это матчи Кубка АФК, поэтому приглашая легионеров, конечно, мы надеемся, что нам помогут, но это есть не от того, что слабый легионер, нужно уметь вписаться в команду, нужно в коллектив вписаться. Поэтому эти проблемы тоже сказываются. Некоторые футболисты быстро и легко вписываются, некоторые медленнее, сложнее. У кого-то получается, у кого-то не получается. Поэтому есть тоже проблемы. Не у всех же получается, понимаете. Та же Европа, смотрите, покупает за 100 миллионов футболистов.
и у него не получается в этой команде. Поэтому это рабочий процесс. Может быть, кто-то это не понимает, кто-то всегда воспринимает это не так, как должно быть. Но мы пытаемся работать с тем материалом, с теми игроками, которые есть. Ну вот возьмем в пример вот двух легионеров, приход которых я в прошлом году запомнил. Например, это легионеры из чемпионата Белоруссии Андрей Лиховец и Игнатий Сидор. Ну вот, например, возьмем, вот как у них было с адаптацией и почему в итоге они в команде не остались. Ну, если сказать Андрей Легковец, то у него с адаптацией было лучше, и он и играл, и мы на него рассчитывали это. Но, знаете, немножко футбол, мне кажется, белорусский и таджикский отличается. Немножко у него не было, может быть, того, что вот в нашем чемпионате это, как бы сказать, более привычно. Поэтому, а так, в принципе, парень, видно было, грамотный, с головой. Ну, нашел в себя в стране вариант, предложение, мы его отпустили. По Игнатию Сидору, не знаю, он приехал сразу, получил травму, с адаптацией было плохо. И вот, наверное, в коллектив немножко, может, не принял его, или он не адаптировался. И как-то с ним не получилось, понимаете. Просто у нас были игроки, свои игроки, там, узбекские легионеры, там, таджики, которые были, мне кажется, они были сильнее его, поэтому они не играли. Он тоже покинул команду, может быть, из-за того, что, еще раз говорю, он не играл. А вот сейчас буквально одним из лидеров по игре является Цканьян. Как вот вы видите со стороны вот его отношения к делу, и есть ли у него желание вот именно остаться в команде, или все-таки это пока еще не обсуждали? Ну, знаете, у него, по Сергею Цканяну, у него было летом тоже предложение, но он изъявил желание играть. Такого настроения, что именно покинуть команду у него не было. Мы с ним разговаривали, он сказал, если меня отпустят, то я могу, у меня есть предложение, мы ему сказали, что мы с тобой хотим работать, если ты нам поможешь, мы вместе продолжим сотрудничество. И он согласился, остался, никаких проблем не было. И вот единственный игрок в этом году из легионеров новых, который присоединились к команде, очень быстро приспособился к ребятам, адаптировался. И игре в чемпионате Таджикистана, вот именно уровень чемпионата Таджикистана, это, конечно, большая разница. Наш азиатский футбол и там более европейский, российский футбол. Поэтому он хорошо адаптировался, хорошо вписался в коллектив, очень коллектив хорошо его принял. Вот это и есть то, что показывает, что он играет на ведущих ролях в команде. А часто ли возникают проблемы с лазаретом, то есть с тем, что множество игроков травмировано? Да, есть такая беда тоже есть, потому что, естественно, в клубах у нас врачи, они не спортивные врачи, понимаете, спортивная медицина – это совсем другое, поэтому футболисты немножко, может быть, непрофессионально подходят к своим вот этим моментам, разбрасываются, то ходят к одному врачу, то к другому, поэтому есть, с медициной есть проблемы, но, еще раз говорю, это все рабочий процесс.